Здравствуйте! Доброе утро! Это утро с вами вместе проводим мы, Рустем Каримулин и Ассоль Мухамедзянова. Сегодня день комиксов. Картинки, снабженные короткими подписями, давно стали популярны во всем мире. Кстати, в США журналы с комиксами со временем становятся настоящим раритетом и стоят огромных денег. А в чем в интернете сейчас большим успехом пользуются короткие рисованные юмористические рассказики, например, о том, как не просто быть родителями или о казусах взаимоотношений в паре. Привлекательная черта интернет-комиксов в том, что не обязательно быть профессиональным художником, чтобы стать популярным автором. Самое главное в этом деле – интересные идеи и остроумные подписи. А рисовать можно так, как умеете. Так что вам хорошие идеи для творчества, а вот что еще полезного узнаете из нашей программы. Маленькие артисты большого кино. Знакомимся с самыми юными участниками татарского кинематографа. В стиле «Учимся правильно красить брови». Почемучки. Новый смысл привычных вещей открывают дети. Недавно в Казани прошел традиционный фестиваль мусульманского кино, и мы каждый день рассказывали вам об актерах и режиссерах, которые приехали на этот фестиваль. Но об одних важных участниках мы так и не упомянули. Это дети, актеры, снявшиеся в татарстанских фильмах. Сейчас мы исправим эту ошибку. 2, 3, 4. Казанские школьники стали актерами кинофильма, который стал участником 14-го международного фестиваля мусульманского кино. Он был представлен в программе «Национальный конкурс». Это фильмы, снятые в Татарстане или татарстанскими режиссерами. А разве звероящеры не вымерли? Все вымерли, а один остался. А почему он Работа остался? Влады Васильевой рассказывает о маленьком мальчике, который проходит кастинг на главную роль в детском фильме. Я снимался в тех местах, куда обычному человеку пропуск не дадут. Вот. Тебе это понравилось? Да, мне это очень понравилось. Но были некоторые моменты, когда я плакал, и мне было на самом деле очень тяжело. Мне делали искусственные слезы, и я сам плакал, что было очень-очень сложно. Я играл мальчика-дублера. Мне было немного трудно, потому что эти все съемки длились очень долго, и мы снимались в разных локациях. И я хочу продолжать сниматься в фильмах, только уже в главных ролях. Федор не случайно попал на съемки этого фильма. Он учится в 28-й Казанской гимназии, где вот уже 3-й год проводятся занятия театрального кружка. Федор, как и все его одноклассники, занимаются с профессиональным режиссером. Но первая идея проводить театральные занятия пришла в голову классному руководителю Федора. Мы с детьми решили ходить в театральный кружок. Для чего? Для того, чтобы развивать наши творческие способности детей. Сейчас вот уже к 4 классу у них очень хорошо развита речь благодаря этому кружку. Фантазия, они очень многое придумывают, особенно на творческих уроках литературы, технологии, могут придумать различные истории, связанные с фантастикой. Это развивает их речь, их воображение. Ты когда-нибудь видел звероящера? Конечно, он живет у нас на даче. Разве звероящеры не вымерли? Все вымерли, а наш остался. Режиссер Влада Васильева сознательно вводит себя в рамки жанрового детского кино и, по мнению специалистов, достойно проходит этот путь. Фильм был признан лучшей короткометражкой национальной программы. Сегодня у нас в гостях люди, чья работа – рассказывать интересные истории и дарить детям радость. И не только детям, ведь взрослые тоже с удовольствием смотрят мультфильмы. Итак, у нас в гостях исполнительный директор студии «Татар мультфильм» и художник-аниматор Алсу Низамеева и Дарья Митрофанова. Доброе утро! Доброе утро, девушки! Доброе утро. Вот наш сюжет сейчас был о детях-актерах. А вот в озвучивании ваших мультфильмов вы привлекаете детей или все же это делают взрослые актеры?
Безусловно, мы привлекаем детей. Вот у нас есть проект под названием «Век Татарстана». В этом году мы сделали вторую часть этого «Век Татарстана». Мы объезжали все районы, и дети сами рисовали, и из этих мультфильмов мы делали, получается, из их рисунков мультфильмы. Также дети сами озвучивали. Вот Даша сама лично с нашей группой ездила по районам и проводила мастер-классы. Удивительно. То есть дети принимают непосредственное участие в создании вот этих вот фильмов, да? Конечно, вот про эмоции, наверное, Дарья лучше расскажет про эмоции детей. Да, расскажите. безусловно, это очень здорово побывать в атмосфере детского своеобразия. Детского мира Да. такого, да? То есть мы проводили мастер-класс, детям показывали, как создаются мультфильмы, и уже дети сами рисовали рисунки, создавали своих персонажей, свои идеи, и уже из их рисунков мы создали мультик «Век То есть Татарстана их 2». истории, они сами придумывали какую-то историю, да? Да. Мы тематику, конечно, задавали, Да. на какую тематику рисовать. Они рисовали какие-то культурные объекты своих районов. То есть вы интересовались их запросами и пожеланиями? Да, конечно, конечно. Задавали какие-то, получается, направления, и они на эту тематику рисовали. А потом уж, когда мы вернулись на студию, все эти рисунки сканировали, и аниматоры их эти рисунки оживали. Великолепно. Когда планируете следующую свою работу уже исполнить? По поводу третьей части вы имеете Да. в виду? На следующий год. На следующий год. То есть уже вот совсем-совсем А как скоро, да? радуются дети, когда видят этот мультфильм из своих рисунков. Они- Это я рисовал, да? Для них это безумное счастье. А для нас какое безумное счастье видеть радостные глаза детей. Ну а как вы подбираете детей? Вот вы какой-то кастинг устраиваете или что? Легко с ними работать вообще? Никакой кастинг мы не устраиваем. Мы всех делаем объявления в районах, и, получается, участвуют все дети, все желающие дети участвуют. в Да, и проекте. причем некоторые дети рисуют не один рисунок, а по несколько, и могут даже присылать в течение всего проекта нам на почту. То есть это достаточно интерес проявляется у детей, и они рисуют, им интересно показать То есть историю. они уже сами серийные рисунки прям делают, я правильно понимаю? Даже в прошлом году мы забыли упомянуть, Дарья, мы зашли с этим проектом в Книгу рекордов России по количеству участников. У нас в прошлом году 30 тысяч детей приняли участие. Ну это 30 тысяч прекрасно, детей. что вы привлекаете Это детей. такое количество авторов, фактически, которые могут создавать такой продукт, Да, который да. уже вы потом профессионально обрабатываете. Конечно, помимо превращаете. этого они сами писали стихи и сами же озвучивали их в мультфильме. Ну надо же. А вот ваш проект «Стрела наследия» завоевал большую зрительскую любовь. Да, вот мы сейчас даже посмотрим небольшой трейлер. Мы знаем, что готовится к выходу вторая часть. О чем пойдет речь вот в новом сезоне? Вот вы правильно упомянули, я сейчас про первую часть только напомню зрителям и вам, то, что там Роман Зулейхой путешествует по республике, упоминает какие-то исторические факты, рассказывает про исторические объекты. Это заинтересовало не только детей, но и взрослых, и взрослые смотрели с удовольствием. Поэтому мы решили сделать вторую часть под названием «Семь жемчужин». А давайте мы посмотрим трейлер. У нас есть замечательный трейлер. Да, давайте. «Стрелы наследия». Нам нужно... Нам нужно прерваться на рекламу. Девочки, пожалуйста, не уходите. Дорогие телезрители, ни в коем случае не переключайтесь. Впереди много интересного. Скоро продолжим. Мы продолжаем наш утренний разговор с нашими гостями и продолжим насчет вашего... «Стрелы наследия». «Стрелы да. наследия». Мы посмотрели сейчас великолепный трейлер. Мы видели просто замечательный кадр, мы увидели прекрасную озвучку. Да, вот. И более того, я могу сказать, что у меня очень хорошие планы.
на сегодняшний вечер. Прямо А мне вот отличные интересно, планы. как происходит процесс вот придумывания образа? Это вот коллективный процесс или как-то все вот, вы как-то это все, ну, я не знаю, по наитию как-то вот пришли вот к этому? Инстинктивно как-то Да. или все-таки прям продумываете до... До Я мелочей. думаю, кухню создания расскажет Дарья, но я расскажу просто про продакшн, то, что это очень сложная работа, предподготовительная, так скажем. Это создание сценария, выбор авторов, создание персонажа. Мы создаем это коллективно, художники-аниматоры делают, и мы уже, исходя от сюжета, выбираем, какой персонаж по характеру, по внешности больше подходит. А кухню уже Дарья больше расскажет. Да, то есть у нас в студии проходит так называемый конкурс или кастинг этих персонажей. То есть каждый художник-аниматор создает своих персонажей в своем стиле, в своем образе, прорабатывает эмоции, одевает, можно сказать, да, персонажа. И далее уже лучших персонажей выбирает, и они уже попадают в мультфильм и оживают. Вот мне, Дарья, интересно, расскажите, пожалуйста, как вы стали аниматором? Вы специально этому где учились? Что-то оканчивали что да. специально или как-то... Ну, если честно, Судьба то это привела. судьба, да, привела. Я закончила Казанское художественное училище, Но и тут- после получения диплома я увидела на доске объявлений набор художников-аниматоров и решила попытать удачу, так можно сказать. Да. Я пришла, меня обучили, главный режиссер, и уже затем я начала маленькими шажочками идти в направлении анимации, изучать. И вот это стало призванием, можно сказать, да? Великолепно. И на сегодняшний день нужно отметить, Дарья у нас ведущий аниматор. Великолепно, Да. Дарья. Вот что могу сказать, что действительно вы не то что испытали удачу, вы ее схватили, мне кажется. Ну, расскажите, а у вас есть любимые персонажи? Вот кому больше всего лежит душа? Ну вот просто у авторов, у писателей есть. Они прямо сами признают о том, что вот это главный герой, ну вот любимый. Вот живу с его образом вот постоянно. У вас есть такие? Но я могу сказать только из наших, да, сериалов. Да, Это конечно. «Домовой». Он такой душевный, такой милый. То есть в каждом доме живет свой домовой. Конечно. И каждый его видит по-своему. И, конечно же, наши аниматоры ему добавляют свои эмоции, свою доброту, свою такую ласку, можно сказать. И он достаточно у нас добрый. И самое главное, когда мы создавали этого персонажа, после того, как его озвучили, он еще более милее стал. То есть это когда актер смог подобрать правильно и правильно озвучить персонажа. Ну, это же Прочувствовать действительно- персонажа. Это же на голос самом еще деле. нужно подобрать, да? Это же настолько трепетно, вот вы, наверное, к этому всему относитесь, и потом, когда это все оживает. Конечно, на самом деле продюсеры изначально, когда мы уже создаем Да. персонажа и понимаем, какой он должен быть, у нас уже в голове крутится, кто мог бы это озвучить из актеров. В основном мы работаем с актерами Галиаскара Камала, ведущими актерами, я бы сказала. И уже вот как Дарья уже сказала, то, что когда актер уже озвучивает, это уже совсем другой персонаж. И мы очень благодарны актерам, которые с нами работают, что они могут и умеют это делать, прочувствовать персонажа. Великолепно. Ой, девушки, вы такое создаете чудо просто, но нам на самом деле есть чем гордиться. Удачи вам, творческих успехов и побольше, конечно же, мультипликационных, полнометражных фильмов. Да? Спасибо огромное. Обязательно приходите к нам, как только у вас что-то новое снова появится, интересное, захватывающее, сразу же к нам в гости. А сейчас мы вам предлагаем послушать гороскоп на сегодняшний день. Овны. Сегодня вы будете переполнены жизненными силами. Людей искусство целиком поглотит вдохновением. Вас ждет удача, и вы сможете реализовать свои творческие фантазии. А вот с госслужащими это может сыграть плохую шутку, ведь им будет не до рутинной работы. Вероятно, что хлопот этого дня и непредвиденные финансовые траты станут препятствием для долгожданной поездки. Зато в остальном вы будете полны энергии и обаяния, что позволит вам легче добиваться намеченных целей. Сегодня рекомендуется пересмотреть планы на будущее, но при этом рассчитывайте только на свои силы, не полагаясь на партнеров и родственников. А вот в бытовых вопросах советы друзей и близких окажут незаменимую помощь. Возможно, что сегодня должно произойти событие, которое окажется очень важным для вас. Раки. Не стоит долго обдумывать предложение коллег или любимого человека. Все, что вы сегодня начнете, будет иметь удачное продолжение и отличные результаты. Львы. Успех этого дня во многом будет зависеть от отношений с начальством. Многие из львов будут иметь потребность проявить свою исключительность. Но вот такое качество, как эгоизм и желание, покапризничать лучше не проявлять. Девы. Первая половина дня отмечена сомнениями и разочарованиями.
тренированиями. Не сдавайтесь, внимательно просчитывайте каждый шаг и действуйте по обстоятельствам, не доверяя советам доброжелателей. Общение с детьми сгладит негативные впечатления дня. То, что общение с детьми может сгладить любые негативные впечатления, это факт. Поэтому у нас существует рубрика «Почемучки», чтобы вы прямо с утра заряжались положительными эмоциями на весь день. Да, и сегодня мы узнаем, для чего нужны ключи и почему с ними надо очень осторожно обращаться. Мы расскажем про ключ. Ключ похож на обычную железяку, но он маленький, потому что он должен поместиться в карман и не порвать его. Он нужен, чтобы открывать всякие банки, ворота, бани и, самое главное, мой дом. А если одна женщина не закроет дом, к ней придет бандит, схватит ее и украдет. Ключ – это очень важная вещь. Ключи бывают железные с дыркой на краю. А если с ними играть, то они разобьются. Они нужны, чтобы открывать дверь. А если они не открываются, то надо их сломать. Бум! Ключ чужим дяденькам и тетенькам давать нельзя, а иначе они его могут потерять. Или они тихо покладутся в мою комнату и возьмут мою самую любимую машинку. То тогда нужно вызывать полицию. Тетеньку догонят и посадят в тюрьму. У всех людей есть два ключа. Один от двери, а один от машины. У двери открывается только около двери, а у машины на расстоянии. Ключи бывают настоящими и волшебными. Настоящими открывают дверь, а волшебные они сделаны из золота. И их охраняют охранники, принцессы, фей. А у Буратино ключ большой и золотой. И Буратино им откроют и от какой-то портал. А Колобас хотел украсть ключ. А Буратино сказал: я тебя не отдам, фигушки тебе. Самое главное, знаешь что? Не потерять ключ от квартиры, где деньги лежат. Остап Бендер. Рустам, а вот ты, кстати, знаешь, что самое важное для ребенка-артиста? Привлекательная внешность, что? Ну, ты знаешь, мне кажется, что дети все привлекательны, а самое главное – это внятная речь. И развивать ее можно прямо дома при помощи несложной гимнастики. Сейчас мы этому научимся. Вот, кстати, учись тоже, да. Основные движения артикуляционных органов – губ, языка, щек, нижней челюсти – это база, освоив которую ребенку будет намного проще справиться с правильной артикуляцией звуков. Сегодня мы подготовили для вас подборку упражнений для классической артикуляционной гимнастики. Для того, чтобы ребенку было легче контролировать свою мимику, лучше выполнять упражнения перед зеркалом, особенно это касается первых занятий. Не надо пытаться сразу освоить все. Выберите для начала несколько упражнений. Начинайте с 5-минутных занятий и потом постепенно увеличивайте продолжительность до 10-15 минут. Каждое упражнение повторяйте несколько раз. Первое упражнение – улыбка или заборчик. Губы ребенка растянуты в естественной улыбке. Зубы сжаты. Все передние зубы, клыки и часть коренных зубов хорошо видны. Важно, чтобы мышцы шеи, плеч и лица в целом были расслаблены. Второе упражнение – окошко. Упражнение учит удерживать рот широко открытым, активизирует круговую мышцу рта и подвижность верхней губы. Следующее упражнение – шарик. Тренирует как артикуляцию, так и дыхание. Надуваем и сдуваем щеки. Упражнение «часики» или «маятник». Язык-маятник отклонять то в одну, то в другую сторону.
Следующее упражнение – качели. Открыть рот и острым кончиком языка потянуться сначала к носу, а потом к подбородку. Затем опять к носу, а потом снова к подбородку. Так качаются качели. Упражнение «ковшик». Широкий расслабленный язык поднимаем вверх. Следующее упражнение – трубочка. Кладем язык на нижнюю губу и сворачиваем его. Упражнение «лошадка». Открыть рот, поднять язык к небу и щелкнуть им. Показать, как цокает лошадка. Повторите то же самое, но медленно. Смотрите, чтобы под языком натянулась уздечка. Упражнение на растягивание уздечки. Имейте в виду, что выполнение упражнений для ребенка физически тяжело. Язык может уставать, подъязычная связка может болеть. Дайте ему отдых. Рустем, ну а ты-то? Обязательно. Гимнастику артикуляционную Артикуляционную делаешь? обязательно. Обязательно. Вот эти Ну, вот. покажи, как. А еще есть такие, называются укол языком, то есть изнутри. А еще есть такие. И это еще не самое интересное, что вы сможете увидеть сегодня на нашем канале. Если вы хотите сообщить, кто убийца, и при этом остаться анонимным, может, вы и есть убийца? Я имею право на такое предположение? Имеете. Можете предполагать все, что угодно. Но есть факты. Федор Лосев получил то, ради чего пошел на убийство. Фотостудию Камолова. Он стал абсолютным собственником камоловского дела. Федор направляется в фотостудию Виктора, чтобы забрать фотографии. Там на Лосева нападают, и во время драки нападавшему отрезают пальцы машиной. На следующий день Федор обнаруживает их в своем почтовом ящике. На одном из пальцев татуировка Виктора. Лосев намерен добиться эксгумации тела. Последняя репродукция в 9:00 на ТНВ. Были бы новости, я бы тебе позвонил. Ну ты хоть пробовал начать разговор? Пробовал, еле потом помирились. Эту историю мы уже слышали. Надо пробовать второй раз. Мне звонит Павел Михайлович. Мне ему сказать нечего. Он нервничает. Ты не понимаешь, что сразу после ссоры я не могу с ней снова заводить разговор о доме? Верочка при помощи Тамары начинает делать успехи. Такого прогресса не удавалось достичь ни одному из лечащих ее врачей. Тамара поглощена своими новыми счастливыми заботами. А в это время Поль придумывает способ хитростью выманить ее из дома, чтобы без помех его осмотреть. «Оплачено любовью» смотрите в 12:00 на ТНВ. Рев моторов, визг тормозов, запах бензина – это чемпионат мира по ралли-кроссу. Вы увидите 8-й этап чемпионата, который на днях прошел в Латвии на знаменитой Рижской трассе. Во времена СССР она стала первым гоночным комплексом страны. Азарт гонок и виртуозность штурманов – все это сегодня в 23:10 на ТНВ. В Татарстане подошел к концу прием заявок от участников фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время Безнын Заман». Это уникальный проект, в котором принимают участие люди, казалось бы, не имеющие к сцене никакого отношения. Представители промышленных предприятий, заводов и ферм демонстрируют творчество такого уровня, что дух захватывает. И сегодня у нас в гостях председатель Союза молодежи, предприятий и организаций Республики Татарстан Айдар Сагитдинов. Доброе утро. Доброе утро, Айдар. Фестивалю уже 5 лет. Сколько заявок поступило в этом году? Скажите, пожалуйста. На сегодняшний день уже есть 120 заявок, но напомню, что сегодня как раз последний день, когда можно подать заявку. То есть еще могут успеть желающие? Да, конечно, всех желающих ждем. Как проходит конкурс и какие этапы приходится проходить участникам? Конкурс на самом деле проходит 2 этапа. Есть зональный отбор, есть финал. Финал, кстати, пройдет 15-16 ноября. И гала-концерт будет проходить в «Пирамиде», поэтому всех заранее приглашаем. Вот, а проходит он по нескольким номинациям, то есть это музыкальное направление, это танцевальное направление, минута славы. И те, кто проходит зональный этап и проходит уже финал, они показывают визитку, презентацию своей компании. Интересно. А вот вернее, есть ли предприятия, которые каждый год подают заявки и вот принимают участие прям стабильно? Постоянники, так называемые. Безусловно, у нас, говорю, этот фестиваль уже стал настолько брендовым, что ежегодно растет количество участников, ежегодно растет мастерство самих выступающих. И, конечно же, если предприятие один раз пробует вот это вот на себе, вот это творчество, то уже их не остановить. Адреналин, азарт, да, и, конечно же, А не было ли таких случаев, когда после этого конкурса люди
принимали решения и целиком уходили в творчество? Уходили с предприятий и отправлялись в отдавались плавание. творчеству полностью. Да. Понимаете, у нас Свободно. ведь основная цель фестиваля не уход в творчество, а Это как понятно. раз-таки популяризация рабочих профессий за счет вот такого творческого отношения. Это формирование кадрового потенциала. И, конечно же, вот эти вот творческие люди, которые после фестиваля уже показывают свои таланты у себя на предприятиях, то есть на корпоративах выступают уже сами. Если это какие-то праздники, 8 марта, 23 февраля, уже у работодателя есть свои артисты, свои воспитанники, свои подопечные, которые с удовольствием выступают на сцене, и это как раз-таки сплачивает коллектив. Такие самородки. Воспитаем Снегурочку в своем коллективе. Да. А кто вошел в состав жюри в этом году и как определяются победители? В этом году как раз произошли некоторые изменения. Решили пригласить федеральных мастеров. То есть на зональном этапе будут республиканские мастера оценивать, а уже когда будет финал, это приедут федеральные гости из Москвы, которые будут наслаждаться вот этим творчеством. Ну и, конечно, там бальная система – это обычный конкурс. То есть члены жюри выставляют определенное количество баллов, они высчитываются, средний балл и таким образом. Да, у нас в течение 2 дней идут вот эти вот отборочные номера, и как раз где они вот оценивают самих участников. Ну давайте еще раз пригласим наших телезрителей на финал, когда он состоится. Повторите, пожалуйста, еще раз. Финал сам состоится 16 ноября в концертном зале «Пирамида». По времени мы на сайте bzzm.ru можно узнать всю подробную информацию, поэтому всем будем очень рады, всех приглашаем. Я думаю, это будет феерично, интересно и необычно, дорогие телезрители. Ни в коем случае не пропустите это событие. Спасибо большое, что пришли к нам, рассказали нам об этом великолепном конкурсе, конечно же. И мы сейчас прервемся на рекламу, впереди еще много интересного. Ни в коем случае не переключайтесь. Вот на фестивале работающей молодежи могут принять участие только люди до 35 лет. А бывает, что человек решил реализовать свою тягу к творчеству значительно позже. Неважно, когда вы решили заняться любимым делом. Главное не отказываться от своей мечты и идти к цели, как это сделала героиня нашего следующего сюжета. Никогда не поздно заняться любимым делом. И не стоит ничего бояться, так считает Флёра Галимова. Выйдя на пенсию, она решила посвятить себя творчеству и очень этому рада. В школе я работала технологом, учителем, преподавала технологию у девочек, то есть труд. И сама я увлеклась лоскутным шитьем, это было, наверное, лет больше 25 точно. Когда вышла на пенсию, в общем-то, как бы решила чем-то заняться, занять себя. Сейчас у Флёры есть свой магазинчик, в котором она продает не только ткани, но и все, что необходимо для рукоделия. Кроме того, женщина проводит мастер-классы, где обучает всех желающих творить. Мне очень интересно общаться с людьми. У нас такие интересные люди приходят. Очень интересные. Все тоже такие же, как я. Чем-то увлечены. И с удовольствием общаемся. И с удовольствием люди приходят к нам еще. У нас очень много покупателей, которые прям уже годами с нами. Поэтому они помнят, как мы начинали и как сейчас. И поэтому... мы дружим. А вот здесь рождаются те работы, которые в результате увидит посетитель. Это и покрывала, и картины, выполненные в различных техниках, и даже сумки. Сумки мне нравится шить, интересные всякие, разные. Пока у меня тут небольшая коллекция сумок сейчас здесь представлена. Органайзеры разного рода, в виде кошельков, в виде сумочек тех же маленьких, клатчи. И, в общем, разные-разные. А вот эта работа получилась очень автобиографичной. Здесь изображена атмосфера творчества, которая царит в ее мастерской. Работа не окончена. Как последние штрихи, в ней появляются различные предметы – нитки, катушки и даже кот. Это и есть момент счастья – творить, мастерить и не останавливаться на достигнутом. Я нашла себя в этой жизни. Мне интересно, во всяком случае, жить. Интересно то, что я делаю, и наблюдать результаты, отдачу. Потом, когда провожу мастер-классы, потом девочками я называю всех, кто моложе меня. Девочки мне присылают фото своих работ, я с удовольствием их рассматриваю, просто прихожу в восторг. Потому что, когда есть отдача, это самое то, что радует.
любого мастера. Безусловно, Флёра счастливый человек. Родные поддерживают ее в начинаниях, любимое дело приносит радость и ей, и окружающим. Что еще для счастья нужно? Только еще побольше идей. Вот я всегда очень уважала и поражалась людям, которые, вроде хобби, да, у человека, а работают в серьезной какой-то профессию, да, и вдруг в какой-то момент то человек или петь начинает, или танцевать, или вышивать, или шить, и ты знаешь, и добивается таких успехов, которые, возможно, и в обычной жизни человек бы не добился. Все? Да. Продолжаем. У нас сейчас афиша городских событий. И что же сегодня предлагает нашим жителям и гостям столицы Казань, мы узнаем прямо сейчас. Сегодня в Казанском художественном училище имени Фешина пройдет общедоступная лекция из цикла «Современное искусство и наследие классической культуры. Диалоги с неравнодушным обществом». Лекцию проведет лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, кандидат искусствоведения Алексей Бойко. Сегодня будем искать ответы на такие вопросы, как какое оно современное искусство, где оно живет, как определяются и преодолеваются его границы. Начало в 5 часов вечера. Сегодня и завтра на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» пройдет и ярмарка вакансий. Горожане смогут встретиться с представителями кадровых служб различных предприятий и получить информацию о вакансиях, в том числе и для граждан пожилого возраста. На выставке также можно будет узнать о возможности бесплатного профобучения и переобучения и других возможностях, которые предоставляются безработным. Музыкальная комедия Рашида Зайнуллина «Привередливый жених» придется по душе любителям доброго юмора и счастливых финалов. Богатый холостяк Рашид ищет в Казани невесту и просит своих друзей помочь ему в этом ответственном деле. Однако его состояние слишком большой соблазн для окружающих. Внезапно у всех друзей обнаруживаются родственницы на выданье, которые непременно составят счастье жениху. Но в их радужные планы внезапно вмешивается случай. Для того, чтобы были силы для творчества, надо хорошенько подкрепиться. Я это точно знаю. Да, глядя на тебя, я тоже не сомневаюсь в этом. Тем более, что сам процесс готовки для многих и есть самое любимое творчество. Для приготовления теста вам понадобится стакан слегка теплой воды, полстакана теплого молока, 450 граммов пшеничной муки, 1,5 чайной ложки сухих дрожжей, 1 чайная ложка сахара, половина чайной ложки соли и 2 столовые ложки подсолнечного масла. Смешайте все ингредиенты для теста, кроме масла, в большой миске. Замесите тесто до эластичного состояния. Выложите тесто в миску и смажьте его маслом. Затем накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1,5 часа. По истечению этого времени смажьте маслом форму для выпечки. Разделите тесто на небольшие шарики, уложите в форму и оставьте еще на 30 минут в теплом месте. Перед тем, как поставить пампушки в духовку, смажьте их поверхность молоком. Духовка должна быть разогрета до 190 градусов. Выпекать 30-35 минут. Для заправки понадобится 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки подсолнечного масла, 3 зубчика чеснока, 50 мл холодной воды, половинка пучка укропа. Измельчите в блендере чеснок и укроп, добавив к ним воду и масло. Пампушки вынуть из духовки и сразу же полить заправкой. Это надо встать в 4 утра, чтобы к моменту, когда проснулся прожорливый мужчина, вот все было готово. 100%. А если сказать по-немецки, то будет «Das Pampushkin». Мне так кажется. Но ничто так не вдохновляет мужчину, как женская красота. Только вот у этой красоты есть свои секреты. И мы охотно делимся ими с вами, дорогие телезрители. А ты не подслушивай. Тенденция делать тонкие изогнутые брови уже в прошлом. Сейчас в тренде естественные, практически прямые и густые брови. Если вы раньше выщипывали брови, а сейчас хотите вернуть их естественную форму, выход один – отращивать и ждать. Выщипываем брови по линии их роста. Начало брови оставляем максимально естественным. Если волоски слишком длинные, их нужно укоротить сверху, зачесав брови наверх и аккуратно подрезав ножницами.
Есть оттенки теней, предназначенные для блондинок и для брюнеток. Выбирайте тот, который подходит для вашего типа волос. Тени мы наносим параллельно волоскам, повторяя их форму. Важно наносить по росту волоса, иначе это не будет выглядеть естественно. Начало бровей мы слегка прокрашиваем, оно должно оставаться самым светлым, а кончик бровей самый темный. Вот видишь, у женщин свои секреты. Вот ты, кстати, тоже можешь своими бровями поухаживать. Вот сюжет тебе в помощь. Да, маленькая газонокосилка, которая вот тут едет и выравнивает их. Ну а сейчас напомним, что интересного вы сможете увидеть сегодня на нашем канале. Если вы хотите сообщить, кто убийца, и при этом остаться анонимным, может, вы и есть убийца? Я имею право на такое предположение? Имеете. Можете предполагать все, что угодно. Но есть факты. Федор Лосев получил то, ради чего пошел на убийство. Фотостудию Камолова. Он стал абсолютным собственником камоловского дела. Федор направляется в фотостудию Виктора, чтобы забрать фотографии. Там на Лосева нападают, и во время драки нападавшему отрезают пальцы машиной. На следующий день Федор обнаруживает их в своем почтовом ящике. На одном из пальцев татуировка Виктора. Лосев намерен добиться эксгумации тела. Последняя репродукция в 9:00 на ТНВ. Были бы новости, я бы тебе позвонил. Ну ты хоть пробовал начать разговор? Пробовал, еле потом помирились. Эту историю мы уже слышали. Надо пробовать второй раз. Мне звонит Павел Михайлович. Мне ему сказать нечего. Он нервничает. Ты не понимаешь, что сразу после ссоры я не могу с ней снова заводить разговор о доме? Верочка при помощи Тамары начинает делать успехи. Такого прогресса не удавалось достичь ни одному из лечащих ее врачей. Тамара поглощена своими новыми счастливыми заботами. А в это время Поль придумывает способ хитростью выманить ее из дома, чтобы без помех его осмотреть. Оплачено любовью смотрите в 12:00 на ТНВ. Рев моторов, визг тормозов, запах бензина – это чемпионат мира по ралли-кроссу. Вы увидите 8-й этап чемпионата, который на днях прошел в Латвии на знаменитой Рижской трассе. Во времена СССР она стала первым гоночным комплексом страны. Азарт гонок и виртуозность штурманов – все это сегодня в 23:10 на ТНВ. Ну а сейчас поговорим о погоде. На сегодня синоптики обещают нам преимущественно облачную погоду. Временами будут наблюдаться дожди. Ну куда деваться, осень пришла. Температура воздуха всего лишь около 13 градусов тепла. К вечеру понизится до 8 градусов выше 0. Ветер умеренный, при дожде порывистый. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. А вот влажность воздуха высокая 91%. Кстати, сегодня ожидается небольшая магнитная буря в первой половине дня. Пожалуйста, берегите свое здоровье, вовремя примите необходимые лекарственные препараты. Вот эти дни, которые сентябрь нас радовал, солнечные и теплые, казалось, что они продлятся. В какой-то момент даже показалось, что можно погоду уговорить, выйти из дома без куртки, чтобы все вышли, чтобы погода чуть-чуть Лучше жарилась. не надо выходить без куртки, потому что сейчас период простуд, и можно заболеть, и это не шутка. Да, а сейчас, я думаю, мы уже расскажем о том, что же ждет оставшиеся 6 знаков зодиака на сегодняшний день. Весы – день благоприятный для профессионального роста. Решительно беритесь за новое дело, и вы преуспеете в нем. Сегодня будьте аккуратнее с расходами. Самое интересное, что слово «сегодня» можно говорить тебе каждый день. Вставайте, сегодня я буду аккуратнее с расходами. Ну, особенно мне. Скорпионам сегодня рекомендовано уединение. Контакты с внешним миром не принесут большой пользы. Вам может показаться, что буквально все вокруг вмешиваются в вашу личную жизнь и лишают свободы действий. Это, мне кажется, знаешь, это осенняя депрессия, когда все кажется, вот все вмешиваются в мою жизнь, хочется закрыться одеялом или же где-нибудь греться. Ассоль, ты вмешиваешься в мою жизнь. Вот сейчас я про тебя прочитаю как раз. Стрельцы, возьмите себя в руки и приготовьтесь потрудиться. Сегодня есть возможность исправить предыдущие недочеты и закончить начатое. А после трудового дня не забудьте уделить внимание делам семейным. Понял?
Да. Козероги, вам сопутствует удача, и все дела буквально горят в ваших руках. Вы можете оказаться в новой ситуации, где проявите себя наилучшим образом. Благодаря сочетанию возросшей интуиции с трезвым расчетом возможны успехи в искусстве, личной и деловой жизни. Водолеи, возможно, что тяжелые мысли и предчувствия не дадут вам сегодня расслабиться. Не позволяйте им испортить ваше настроение и помешать планам. Будьте внимательны к своим любимым. Для успеха вам понадобится покой, терпение и хладнокровие. Интересно. Хладнокровие во всем. Осенью хладнокровие легко проявить. Кругом холодно, поэтому все нормально. Рыбы, ваши жизненные силы сильно возрастут. Вам будет легко оценить положение вещей, но не слишком зазнавайтесь, это может осложнить отношения с окружающими. Смирите гордыню и поступайте согласно общим целям. Вот посмотри, практически для представителей каждого знака сегодня гороскоп говорит: соберитесь, будьте сдержаннее, терпите. Успокойтесь, возьмите кофе, сядьте у окна. Ну вот уже должны отопление наконец-то дать, пусть будет тепло, и почаще обнимайте своих близких, тогда точно не замерзнете. Ну а наша программа на этом завершается, а вот что вы увидите завтра в 8-10 утра на ТНВ. День языкового многообразия. Говорим на разных языках. Чем может быть полезна кастрюля? Расскажут почемучки. В стиле знакомимся с последними модными веяниями. Ух ты, интересно, как там девушки... Под этой маской себя чувствуют. Это был творог? Нет, это была маска специально, об этом мы поговорим обязательно завтра. Ну а сегодня с вами были Рустем Каримулин и Ассоль Мухамедьянова. Для всех, кто захочет посмотреть повтор нашей программы, мы рекомендуем зайти на сайт www.tnv.ru, где вы сможете это сделать легко и свободно. Кстати, заходите в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои вопросы, и мы постараемся ответить на них в последующих наших программах. Мы есть в Инстаграм, подписывайтесь. С удовольствием также мы подпишемся на вас в ответ. Что ж, спасибо всем за внимание, и пусть вторник сегодня, дождливый и пасмурный, но ни в коем случае не расстраивайтесь, и пусть у вас в душе всегда поют соловьи, светит солнце, да. В конце концов. За окном может идти дождь, главное не пускать его в свое настроение. Завтра утром мы вновь вам скажем здравствуйте, ну а пока, отличного дня. До встречи.